Разговор о неделе звезд хоккея. Продолжаем с очередными гостями нашей программы. Это наши коллеги, телеведущие, комментаторы, журналисты Наталья Кларк и Дарья Миронова. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Очень рада вас видеть в нашей студии. Конечно же, любители хоккея знают вас как комментаторов и ведущих разных программ о КХЛ. Но в этот раз у вас миссия немного иная, да? Вы станете помощниками тренеров двух дивизионов. А кто кому будет помогать? Вы выбирали сами или какой-то жребий был? У нас, надо сказать, с Дарьей уже это второй опыт, потому что континентальная хоккейная лига использовала опыт прошлого сезона, когда был матч звезд в Астане, всем понравилось, и поэтому решили далеко не ходить и снова привести девушек, поэтому, мне кажется, такой хороший праздник получится снова в Казани. Лично я, вот не знаю, как Даша, она расскажет, лично я сама выбирала, поскольку я в том году выбрала дивизион Боброва, то я решила остаться в этой же команде, и, соответственно, Илья Петрович Воробьев будет нашим главным наставником, и я буду его ассистентом. Отлично. Здорово. Ну и, Дарья, у вас миссия, наверное, ближе к нам, татарстанцам, я имею в виду, так как вы будете помощником Зинатулы Хайдаровича Белялетдинова, который в этом году стал главным тренером также одной из команд. Скажите, пожалуйста, вы как-то особо подготовились к работе с ним, к работе с тренером, который в Татарстане? Да, конечно. Всю ночь не спала, учила татарский, Миналтын, все, что удалось запомнить. Вот так, это хорошо. Я тоже выбирала сама, и в прошлом году так получилось, наверное, можно сказать, что у меня не было главного тренера, поэтому в этом году даже любой намек на то, что Зинатулла Хайдарович будет главным тренером, мне давал просто... Мои глаза загорались, я очень хотела именно в дивизион Харламова вот для такой возможности, потому что, наверное, все-таки один раз в жизни можно такое испытать, с Зинатуллой Хайдаровичем выйти на одну скамейку. Скажите, пожалуйста, Зинатулла Хайдарович, он же такой, кажется, таким немногословным, и нужно, наверное, какой-то свой особый тоже найти подход и по работе с ним. Вот видно, что Наталья уже говорит, что она и сама выбирала, и уже у нее есть опыт, я так понимаю, по работе. Какие-то советы, может быть, давать, подсказывать? Нет, какая наша главная функция, да? Все-таки понятно, что коучи мы от настоящих отличаемся, естественно, конечно. Да? И нам самое главное создать ту атмосферу праздников. Все мы понимаем, что это все-таки не регулярный чемпионат, не настоящая битва за какие-то кубки, спортивные результаты медали. Здесь, да, и медали, спортивные результаты здесь, конечно, на втором плане, но создать хорошее настроение, просто прийти и даже своей улыбкой женской показать ребятам и всем, кто соберется, и болельщикам, что хоккей – это на самом деле одна большая семья, и мы вот собираемся, потому что много людей приходят с семьями, это здорово, это большое отличие российского хоккея, например, от того же футбола, куда меньше ходят с детьми, на хоккей всегда постоянно с детками, семьями, папой, мамой, это здорово, мы все вместе, мы одна семья, и поэтому нам будет всем очень хорошо. Конечно же, хоккей объединяет, а вот про медали давайте подробнее, отсюда вот очень красиво все это вот выглядит, расскажите, пожалуйста, что же это за медали? Мы их не изготавливали, но да, мы ознакомились с этой ювелирной кухни. Как видите, каждый цвет представлен отдельно. Да, золото традиционно, серебро, бронза. И вот интересная будет черная медаль. Деревянное слово не будем использовать, но все равно такой красивый, сочный цвет ночной. Да. Да, причем делается это все очень заранее, за несколько месяцев. Я могу сказать, что у нас вот, к сожалению или к счастью, от прошлого сезона у нас была деревянная медаль, поэтому вот такая медаль у меня уже дома лежит, надеюсь, в этом году цвет. Пополнится коллекция. Драгоценная. А это правда, что в этом году капитанами команд станут вратари? Да, то есть такой принципиальный ход. Но они будет? такие зажигалки всегда на льду, они всегда после матча регулярного чемпионата устраивают шоу для своих болельщиков, там какие-то танцы с игрушками, с выносом, чего-то еще. Поэтому, мне кажется, это тоже привлечение их к этому действию, классное решение. Плюс идея интересная, потому что если мы посмотрим дивизион Харламова, у меня там такие мэтры: Зарипов, Мазякин, Доус, лучший легионер в истории КХЛ. Как бы мы выбирали капитана. А тут вратари будет классно. Да, будет здорово. Тем более мы знаем, какие они умеют делать шоу. Тот же Барулин с его танцем, это уже как некий такой, как некое памятное даже событие, которое состоялось. Ну и, конечно, я думаю, что в этом году сражение будет тоже очень интересным. И сами матчи ожидаются довольно интересные. И самое главное, как вы сказали, ваша поддержка будет заключаться не только в том, что вы будете говорить, там, как вы хотите, куда идти,
А то, что помощник тренера может сказать: классно, сейчас ты пас сделал. Я смотрю, ты как рыба в воде, я просто сижу, глазами хлопаю, не совсем я, конечно, в теме, но тем не менее, это очень интересно, и я уже тоже заразилась. А вы приходите, мы вас ведем. Ну, спасибо, мне очень Покажем, интересно. может быть, даже скамейку, раздевалку. И я думаю, что сейчас в продолжении нашей темы мы обязательно разыграем сейчас пригласительный для наших дорогих телезрителей. И вот сейчас, друзья, для вас вот этот пригласительный на колесо обозрения получит тот телезритель, кто ответит правильно на хоккейный вопрос. Я думаю, будет лучше, если ты его задашь. Да, я этот вопрос задам. Я вас попрошу сейчас чуть-чуть... Закрыть глаза. Да, не, сдержаться, чтобы не сказать: не да что ответить. вы, как всегда, не ответить случайно быстро. Да, вопрос очень простой. Как переводится название хоккейной команды «Йокерит»? Звоните по телефону прямого эфира 570-50-75, отвечайте на наш вопрос, и пригласительный на колесо обозрения Ривьеры достанется именно вам. Ну, давайте еще раз мы пригласим наших зрителей на матчи, которые состоятся в нашем городе 19 и 20 января. Да, дорогие друзья, хочется, чтобы вся Казань и объединила всю страну в этот самый момент, потому что матч звезд континентальной хоккейной лиги – это одно из центральных событий в текущем сезоне, поэтому приходите и поддерживайте свою любимую команду, своих любимых игроков, ну а мы постараемся со своей стороны сделать так, чтобы вам было просто интересно и весело. Классно. Приходите в зеленом. Говорит Дарья Миронова, она знает, что говорить. Спасибо большое, что пришли к нам в Спасибо наш большое. эфир.